Это «Атмосфера кино» и я ее ведущий Ринат Музафаров. Здравствуйте! В следующие несколько минут мы расскажем о главных новинках кинопроката, приведем мнение и обсудим последние новости индустрии. Будет атмосферно. В новом выпуске программы «Атмосфера кино» мы расскажем о русской версии снайдеровских 300 спартанцев, фантазирующих на тему исторических событий и предлагающих нам боевого медведя размером с фургон вместо персидских слонов. Обсудим картину с местными зрителями и расскажем о других новинках этой недели. Назвать зеленым отечественный кинематограф язык не повернется. Недаром в истории нашей страны так много пионеров мирового киноискусства. Да и с современными приемами вроде съемок на фоне хромакея наши кинематографисты, кажется, вполне освоились. Настолько, что решили снимать историческую картину о зимнем набеге монголов на Рязань целиком в теплых зеленых павильонах. Ну а чего, собственно, актеров зря морозить? Легенда о Калаврате в объективе «Атмосферы кино». Калаврат! Князь на стену зовет! Богата сынами земля русская, чей премьер доблести ратный впору не только в летописи заносить, но и современные блокбастеры удалые на их основе снимать. Так снимать, чтоб не сравнее подвига спартанского кино получилось, до самого государя русского на предпремьерный показ пригласить не стыдно было. Вот вам и витязь рязанский Евпатий Калаврат. Подходящая историческая фактура, чья смелость в основу легенды легла, да уважение самого вражеского хана заслужила. Рязань будет первым русским городом великого хана. Вашей земле нужен хозяин. В основу эпического повествования легла летопись 13 века, повесть о разорении Батыем Рязани. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Евпатий Калаврат становится во главе небольшого отряда смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. У нас на Руси есть такая поговорка. Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Легенда о Калаврате – первый отечественный фильм, целиком снятый на зеленом фоне, как 300 спартанцев Зака Снайдера. Однако, если зарубежный аналог является представителем жанра пеплум и в визуальной части ограничен оттенками сепии и песка на фоне античной архитектуры, то перед отечественными кинематографистами стояла задача перенести на экраны весь колорит старославянской культуры. Для того, чтобы охватить подобный производственный масштаб, был построен самый большой в Европе съемочный павильон общей площадью 4000 квадратных метров. К бою! Весомая часть декораций была воссоздана вживую. Впоследствии весь отснятый материал перешел в ведение специалистов по компьютерной графике. Всего в фильме 1903 кадра посткомпьютерной обработки. Их рисовали 1,5 года 450 человек. Мало нас. Каждый из нас 10 ордынцев стоит. Исполнителя главного героя намеренно подбирали из когорты малоизвестных актеров. Илья Малаков, воплотивший образ Калаврата, тоже уроженец Рязани, выступает полноправным преемником и носителем родовой памяти о подвиге своего былиного земляка. Сам Евпатий, простой выходец из народа, воин, исключительно доблестью своей получивший славу в веках. Но вы погибнете! Так идите и убейте нас! Также в фильме снялись Тимофей Трипунцев, Андрей Бурковский, Юлия Хлынина, Алексей Серебряков в роли рязанского князя и Александр Ильин из сериала «Интерны». Кто же их всех хоронить-то будет? Есть в фильме и другой колоритный персонаж – громадный компьютерный мишка, который на русичей, конечно, не нападает, а вот басурманским захватчикам жару дают. Не боись! Сопровождает подобные батальные сцены, как подобает, брутальный саундтрек, сочетающий звучание народных инструментов разных стран и электрогитары. Композитором картины на секундочку выступает никто иной, как сам Серж Танкян, солист всемирно известной рок-группы System of Down.
Вообще о таком маститом композиторе картина отечественного производства могла только мечтать, и благо идея экранизации русской летописи настолько приглянулась музыканту, что он не мешкаясь согласился принять участие в проекте. Ранее Серж подобные предложения неизменно отвергал. В результате имеем великолепный героический эпик, пусть несколько и отдаленный от реальности, и нарочито преувеличенный, но хлесткий по эмоциям и беспрецедентный по визуальной составляющей. Такой детализации крайне редко добиваются даже создатели голливудских блокбастеров. Мечи и броня дружинников здесь выглядят как настоящая тяжелая сталь, а не блестящие алюминиевые погремушки. Гордиться картина может также прекрасной постановкой света, декорациями, цветовыми решениями, богатством деталей и фактурностью. Учить по ней историю Древней Руси можно едва ли. А вот заряжаться чисто кинетической энергией кино – это пожалуйста. Сделай так, чтобы ордынцы назад ушли. Чтобы войны больше не было. Все пошли, я пошел. Все нашли, я нашел. А сегодня поутру все помрут, и я помру. Резюмируя впечатления по шкале киномера, приведем следующие тезисы. К – красочное и исполинское, Н – новаторское и О – ошеломительное кино. Все было отлично. И спецэффекты, все было хорошо. Что там еще? Ну, в общем, было все вроде бы нормально. Ну, не супер. Хороший фильм. А что понравилось? Ну, как воюют, побеждают, картинка? патриотически как-то людей настраивать, объединяться, вместе бороться. Мы историю-то в свое время проходили в советское время. И это как бы у нас в памяти, мы еще что-то помним. А для нынешней молодежи это, я думаю, очень полезно будет. Все очень хорошо, прям. На самом деле понравился фильм. А русской именно вот это вот силе, прям, аж прям, знаете, вот за русскую. Историческая достоверность картины действительно вызывает массу вопросов. Чего стоит хотя бы вычурно-фэнтезийный колорит в одеяниях древних монголов, внедренный, дабы басурмане сильнее контрастировали на фоне аутентичных русичей. Вообще роль подобных исторических блокбастеров, как комментируют создатели, состоит в том, чтобы актуализировать тему и сподвигнуть зрителя на самостоятельное изучение истории. С такой задачей «Легенда о Калаврате» справляется на отлично. Да и сама Монголия, между прочим, не только не обиделась, но и первой приобрела прокатные права на картину. Переходим к другим новостям кино. Встречаем премьеры этой недели свежим детективным хоррором «Счастливого дня рождения». В центре сюжета молодая студентка-именинница. Каждый в универе мечтал попасть на ее день рождения. Но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок – бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу. Ведь этот день будет повторяться снова и снова. Кинотеатр «Атмосфера» приглашает всех посетить загадочный сеанс. Другая премьера этого четверга – искрометная комедия «Плохие мамочки 2». Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения. Как бы не так, заботливые родители до сих пор не оставляют нас без ценных советов. Особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому. Другими словами, праздник подкрался незаметно. Любовно воссозданная эпоха в кино, будь то прошлое в исторических фильмах или будущее в фантастических, дарит нам редкую возможность хотя бы на 1,5-2 часа почувствовать себя представителем другого времени. А потому, выходя из кинозала, неизменно сверяешься с часами и недоумеваешь, почему кучер не торопится подавать экипаж. Надеюсь, нам удалось передать атмосферу кино. Ну а тем, кто хочет полного погружения,
Пожалуйте на сеанс. Кино настоящее, лучше телевизора. Это в нашем классе всеми признано. В следующей программе «Атмосфера кино» мы узнаем, кто скрывается за маской убийцы, решившим испортить торжество молодой студентки-именинницы, но не учедшим, что судьба преподнесла девушке в щедрый подарок бесконечный запас жизней.